В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российские спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете чемпионата Европы по борьбе. Турнир завершился в Риме. В активе россиян по итогам соревнований 9 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых наград. Золотые медали в копилку российской сборной принесли Азамат Тускаев, Александр Богомоев, Курбан Шираев, Артур Найфонов и Абдулрашид Садулаев, а также Ольга Хорошавцева, Ханум Велиева, Наталья Воробьева и Екатерина Букина. Второе место в общекомандном зачете заняла сборная Болгарии, в активе которой 3 золота, 2 серебра и 1 бронза. Тройку лидеров замкнули представители Беларуси. На их счету 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Александр Логинов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по биатлону. Россиянин финишировал третьим в гонке преследования на 12,5 километров. На высшую ступень пьедестала взошел представитель сборной Франции Милен Жаклен, для которого эта победа на мировом первенстве стала первой в карьере. А второе место занял норвежец Йоханнес Бё. В общем зачете лидирует француз Мартен Фуркат. Вторым идет его соотечественник Кентен Фион Майе. Тройку лидеров замыкает Бё. Логинов занимает 4-е место. Чемпионат мира завершится 23 февраля. Двое российских биатлонистов дисквалифицированы за употребление допинга. Один из них, Евгений Устюгов, лишается при этом золотой медали Сочинской Олимпиады, а национальная сборная – лидерства в неофициальном медальном зачете. Подробнее в следующем материале рассказывает Татьяна Гамозова. Международный союз биатлонистов дисквалифицировал двоих российских спортсменов – Евгения Устюгова и Светлану Слепцову. Их признали виновными в нарушении антидопинговых правил в 2013 и 2014 году. Результаты атлетов за этот период аннулируются. Устюгов при этом лишается золотой медали, выигранной на Олимпиаде в Сочи в командной эстафете. А сборная России, в свою очередь, теряет первое место в неофициальном медальном зачете игр 2014. В лидеры выходит Норвегия. Решение о дисквалификации было принято на основании анализа базы данных Московской лаборатории, работа которой приостановлена с 2015 года. В 2019-м базу передали Всемирному антидопинговому агентству. В ВАДА пришли к выводу, что некоторые данные в ней были изменены. Из-за манипуляций с допинг-пробами Россию на 4 года отстранили от крупных международных соревнований, включая Олимпиаду в Токио, а чистым спортсменам запретили выступать под национальным флагом. Слепцова и Устюгов завершили карьеру несколько лет назад, поэтому двухлетний запрет на будущие выступления на них не отразится. Тем не менее, как заявили в Российском союзе биатлонистов, они обжалуют наказание. Гол Федора Смолова помог Сельте сыграть в ничью с Реалом в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Мадриде на стадионе Сантьяго-Бернабеу и завершилась со счетом 2-2. Помимо российского нападающего в составе гостей результативным ударом отметился Санти Мина. У сливочных голы забили Тони Кросс и Серхио Рамос. Для Смолова этот гол стал первым в составе Сельты. Напомню, форвард на правах аренды перешел в испанский клуб из московского «Локомотива» в конце января. Реал по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 53 очка. Сельта идет на 17-й строке, набрав 21 очко. В следующем туре мадридский клуб на выезде встретится с Леванте, а Сельта на своем поле сыграет с Леганесом. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» проиграл дублирующему составу егорской команды «Газпром Югра» в матче 20-го тура пари-матч высшей лиги России. Встреча прошла в Московской области и завершилась со счетом 4-8. В составе победителей дубли оформили Александр Черный и Иван Чешкало. По одному взятию ворот провели Бауржан Умербаев, Данил Тахтаров, Евгений Вербин и Антон Селезнев. У якутян хэт-триком отметился Афанасий Федоров. Еще один гол забил Алексей Костенко. «Заря» идет на 8-й строке турнирной таблицы конференции «Запад», имея в активе 22 очка. Дубль «Газпром Югры» занимает 9-е место, набрав 28 пунктов. В следующем туре подопечные Олега Марченко сыграют с Липецким ЛКС, а егорская команда встретится с КПРФ-2 из Москвы. Обе игры пройдут 22 февраля. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.